Дорогие друзья, добрый день, очень рад вас видеть. Мне кажется, что вот конкурс, который мы задумали и реализовали, осуществили, он, безусловно, удался. Потому что по-другому нельзя оценить то, что произошло за эти месяцы. Все-таки сколько у нас приняло участие? 600, по-моему, тысяч человек, 102 тысячи семейных команд. Это просто потрясающе, удивительно. Я знаю, что здесь собрались претенденты на победу, на первое место, на первые места, но кроме собравшихся здесь, в Москве, на выставке «Россия», у нас еще, по-моему, 300 команд на площадке «Сенеж» слышат и видят, и тоже принимают участие в нашей совместной работе сегодняшней. Вы знаете, меня очень удивило, что и порадовало, что участники по возрасту такие разные. Как вот я почитал из имеющихся у меня справок, самому молодому, младшему участнику 5 лет, а самому взрослому и опытному 91 год. Это, конечно, очень сильно. В этой связи хотел бы сказать, что вне зависимости от того, кто реально победит, кто будет назван первым, вторым, третьим, все вы, безусловно, остались в выигрыше. Почему? Потому что совместная работа всегда сплачивает. А если вы пошли на этот конкурс, на семейный конкурс, это значит, что вы не только чувствовали себя командой семейной, но и вместе были готовы работать для достижения общей цели. Ничего не сплачивает так, как совместная работа для достижения общего результата. Поэтому я вас всех поздравляю с тем, что вы наработали за предыдущие месяцы. И, конечно, за прошедшие месяцы. И, конечно, уверен, что это пошло на пользу всем вашим командам, имея в виду, что все-таки для того, чтобы достигать результата, приходилось совместно еще и что-то изучать, что-то дополнительно, с чем-то знакомиться. Ну, это всегда очень интересно. И мы должны будем подумать в будущем, как нам трансформировать вот этот опыт с тем, чтобы это ничего не было утрачено, а наоборот было использовано для укрепления российских семей. А для нас, для государства, не может быть ничего более важного, чем укрепление семьи. Тем более вот в год семьи в России. Я вас всех поздравляю. И сегодня праздник, сегодняшним праздником, с праздником семьи, любви и верности. И желаю вам счастья семейного. Спасибо большое. Так, пожалуйста. Владимир Владимирович. А вы где? Да. Я здесь. Пожалуйста. Можно, позвольте, я начну. Здравствуйте. Пожалуйста. Меня зовут Елена. Я хочу представить нашу семью. Мы из столицы Шахтерского края, из города Кемерово. Наша семья, у нас фамилия Аверины и Рыбаковы. Это мой папа Алексей Владимирович. Он у нас из шахтерской династии в 3 поколениях. Он у нас ветеран труда, почетный шахтер, кавалер шахтерской славы. Знаете, он очень у нас мечтал, чтобы, конечно, династия его продолжилась, но в его семье родилось 2 дочери. Наверное, по воле судьбе я вышла замуж за своего мужа Александра. Он у нас уже на протяжении 20 лет горняк, трудится на разрезе Кедровском. Ну, у нас тоже родились 2 дочери, и пока династия наша вот на этом остановилась. У нас также 2 прекрасные дочери. Младшая дочь Дарья очень активная, позитивная, отличница. Она всегда стремится к чему-то новому. И, конечно, она тянется очень за старшей дочерью, которая тоже у нас медалистка, окончила школу с медалью. Она вообще у нас не сидит на месте, она всегда стремится только вперед. И, кстати, вот она стала у нас инициатором в том, что мы приняли участие в нашем конкурсе. Это у нас семейная
Да, я предложила своей семье поучаствовать. Вообще, я узнала об этом конкурсе из рассылки, так как я участвовала уже в проектах «Это Россия. Страна возможностей», такие как «Топ-блог» и «Твой ход» для студентов, и «Топ-блог» для блогеров, начинающих и продолжающих. Вот, я предложила своей семье поучаствовать. Я знала, что они согласятся, потому что у меня очень активная семья, позитивная, и они за вот эти переключения. Вот. И также у меня очень-очень спортивная семья. Вот. Да, у нас Но вы инициатор. Да, я инициатор. Ну, значит, вы лидер команды. Ну, у нас, как по мне, каждый лидер. У нас, потому что семья вперед, идущая. Но Семья капитан. лидеров. Ну хорошо, но капитан-то кто? Капитан у нас папа. Да. Молодец. Капитану пришлось стать мне. Да. Капитан пришел стать Да, папе. пожалуйста. Кстати, ну, у меня папа очень скромный, он об этом не скажет, и папа стал у нас... Вот ты его назначила капитаном. И капитаном, да. Он у нас сделал мировой рекорд со своей бригадой на разрезе. Может быть, ты расскажешь про это? Да, ну, рекорд, я так думаю, что нам было выполнить проще, чем выполнить гораздо большую часть заданий на конкурсе. Я с бригадой вместе выполнили рекорд по бурению буроразрывных скважин 63 888 погонных метров. То есть этот рекорд у нас был в преддверии нашего профессионального праздника Дня шахтера. У нас за месяц до Дня шахтера идет месячник высокой производительности труда. Нас собрал директор, предложил, давайте попробуем сделать рекорд. Ну и как бы у тебя бригада согласна или нет? Я бригадой созвонился, спросил, они сказали, да, все согласны, делаем. Мы так же, как и здесь с семьей, также там своей семьей, как в бригаде, сделали рекорд, собрались, сплотились вместе. Также мы на конкурсе тоже всей семьей сплотились вместе, сделали свой собственный рекорд. Мы вообще не думали, что мы дойдем до, Финала. скажем так, до полуфинала. До полуфинала. То есть, когда мы начали, мы не думали, что дойдем до полуфинала. Здесь мы дошли до финала, это у нас такой рекорд. Еще у нас на нашем, в течение конкурса сбылась наша мечта. Мы все время думали и желали выехать куда-нибудь всей семьей вместе. То есть старшее поколение, наши дедушки, бабушки, моя супруга и мои дочери. То есть у нас эта мечта сбылась 2 раза. Мы выехали на полуфинал в Красноярск, там вышли в финал и приехали сюда в финал. Бабушки, правда, нас ждут сейчас финиш. Понятно. Да. Ну, проявили шахтерский характер Да. в ходе борьбы. Еще мы успели даже вот в субботу вечером, пока здесь был концерт, мы отвлеклись чуть-чуть, посетили выставку династий на ВДНХ, трудовых династий. Вам понравилось здесь? Понравилось. Да, Да. очень понравилось. Вот вы сейчас про концерт сказали. Но вот то, что у вас культурный центр на Кузбассе возводится, такой мощный, большой, федерального уровня, как-то вот это отмечается вот с его началом, его работы, что-то связываете для себя, для своих семей там? Ну, вот на что вы рассчитываете? Пап, включи. Микрофон. Пап, микрофон. Пап, микрофон Да, включи. да, да, микрофон. Ну, мы надеемся, что мы будем, когда его выстроят, откроют, мы там будем частыми гостями. Да, больше времени проводить действительно вместе, потому что он будет прям практически в шаговой доступности к нам. Да-да-да, вот мы на это и рассчитывали, и рассчитываем, что вот все, что ну, в области культуры, не все, но многое из того, чем мы гордимся в стране, и собрание Эрмитажа, и Русского музея, и наши выдающиеся музыкальные, хореографические коллективы смогут там не только работать и как бы показывать этому шахтерскому краю то, чем мы гордимся, но и самое главное, что дети, которые там живут,
могут этим всем пользоваться, имея в виду училища, и музыкальные, и хореографические. И это просто расширяет возможности для семей. Да, Это все вот верно. мы придвигаем как бы на территорию то, с чем, ради чего люди из регионов приезжают в Москву и Петербург. Надеюсь, это люди, горняки это почувствуют, и их семьи почувствуют. Так, пожалуйста. Еще. Владимир Владимирович, добрый день. Я хочу еще раз сказать, как ветеран угольной промышленности беспокоит, знаете что? Престиж профессии шахтера стал падать у нас. И вот, понимаете, как-то надо подумать над этим. И вот у меня мысль такая была, я в 1987 году посетил Шотландию. И я там посмотрел, как раз в это время там закрывались шахты. И они не бросали шахты, просто закрыли, засыпали и все. Они там делают, понимаете, ну как бы шахтовые полигоны. Ствол, там, ну, первый, рудвор, люди ходят, опускаются, на вагонетках там прокатили, забой какой-то рядышком, все. Вот у нас же тоже это в Кузбассе можно сделать. И для студентов это будет большое подспорье, которые будут непосредственно не в картинках это все видеть, а вживую. И вот, ну, надо как-то подумать. Хорошо. Хорошо, спасибо, что обратили на это внимание. Обязательно поговорю на этот счет и с соответствующим ведомством, и с компаниями поговорим. А что насчет конкурса, хочется сказать. Мы когда начали участвовать, была вот вроде наша маленькая семья. А вот верите, нет. Мы когда окунулись в этот конкурс, мы обратили внимание, что это семья – это Россия. Это большая семья Россия. Понимаете? Но интересно было вместе работать, наверняка. Интересно было вместе работать. Конечно. Да, конечно. Знаете, я хотела бы добавить, у нас в нашей семье открылись такие способности. Дедушка запел, папа папа затанцевал. затанцевал, да. И это было, знаете, невероятно увидеть, что у нас не узкий круг развитых таких общения, талантов, а вот именно мы можем все в нашей Да. семье. Здорово, поздравляю вас. Спасибо. Так, пожалуйста. Мы продолжим? Да-да, прошу вас. Добрый день. Мы представители большой семьи Наржиловых из Забайкалья. Дедушка Батужагал Пунцугович, заслуженный учитель Российской Федерации. Бабушка Валентина Балданжаповна, учитель русского языка и литературы, 28 лет посвятившая себя госслужбе. 2 дочери, старший зять мой супруг Александр и внуки. В нашей семье инициатором участия в конкурсе стала бабушка. Она на просторах интернета нашла сама этот конкурс. Ей очень понравилась идея конкурса сплочения семьи, сближения поколений. И вот именно... Извините, пожалуйста, бабушка нашла на просторах интернета. Давайте бабушке поаплодируем. Вот, и мы ее поддержали. И вот мы сегодня в Москве на финале конкурса. Мы гордимся своей педагогической династией. Основоположники династии – это у нас дедушка с бабушкой, я учитель, тетя учитель, внучка с мужем преподавателем в институте. И слово хочу предоставить дедушке, который в свои 81 год еще работает в школе. Он преподает физику. Ну что сказать, я очень счастлив. Начало такое. У меня мама дала имя Атожаргал, что означает крепкое счастье. И я вот в своей вместе с супругой Валентиной Балданжаповной создали семью 55 лет тому назад. Дело в том, что самое лучшее мое достижение, мое богатство – это мои дети. Ну, сказать следующее. У меня дочери, у меня старшая дочь Заргалма, что же значит, мы говорим, даем добро
даем вам счастье. Вот Ватадалаевых подарок от нас – это счастье. У них 3 детей. Следующая у меня младшая дочь – это Байерма, что значит мы дарим вам радость этой семье. Вот такова наша жизнь. Ну, вот так, что хотел я сказать. Спасибо. Пожалуйста. Дедушка у нас еще детский тренер по шахматам. Да. Да. Он сам чемпион многих соревнований, и среди ветеранов, и среди взрослых, и международных соревнований. Мы вообще спортивная семья, а также наша семья увлекается историей. И история семьи, генеалогии. Это пошло от бабушки. Бабушка вообще инициатор у нас очень многих дел в семье, инициатор конкурса, инициатор вот таких, сейчас покажу, плакатов. Мы занимаемся только под руководством бабушки исследованием своей родословной. Ух ты. В нашей семье, вот именно в семье Николаевых, составлено родословное древо, которое насчитывает 24 поколения. В рамках конкурса на дистанционном этапе мы сделали подарок маме. По ее записям составили родословное древо ее рода, рода Максаровых. Сейчас мы работаем над древом дедушки нашей семьи Наржиловых. А в семье Эрденеевых есть тоже своя уникальная история. Можно я Аяне предоставлю Конечно. слово? Здравствуйте, меня зовут Аяна, мне 16 лет. Да, в микрофончик говори, пожалуйста. Мгм. Спасибо. Я увлекаюсь изучением истории, очень вообще люблю историю. И хотела бы поделиться с вами одним достаточно важным и памятным событием для нашей семьи. Недавно, когда я готовилась к научно-практической конференции по направлению истории, была обнаружена невручная награда моего прадеда Ачирова Даши, орден Красной Звезды. Подвиг, за который прадед был удостоен этой награды, был совершен в Берлине в 1945 году в мае. А уже удостоверение, вот оно у меня в руках, я получила в мае, но уже в 2021 году, спустя 76 лет после Великой Отечественной войны. Что бы я хотела добавить к выступлению моей дочери? Дети Ачирова Даши, прадедушки Аяны, они даже не знали, что их прадед дошел до Берлина. Они не знали, соответственно, и прадед о существовании такой награды. Для них было великим счастьем, открытием. Они до сих пор ребенка благодарят за то, что вот она взялась за эту кропотливую работу. Целый год работу вел ребенок и добилась. Никто не верил изначально, что это может быть такое. Он не был в Берлине, то есть они так утверждали. Но тем не менее ребенок добилась и вручили ей удостоверение к награде. Умница, умница. Спасибо. Так, пожалуйста. Товарищ. Здравствуйте, я Наржилов Дандар. Мне 9 лет, я увлекаюсь футболом и шахматами. И я закончил школу на отлично, по всем предметам 5, а по музыке только 4. Скажи, пожалуйста, а ты в ходе этого конкурса, в ходе этого соревнования, тебе удалось что-то сделать, внести свой вклад в общий результат семьи? Получилось? Расскажи, как ты блюдо готовишь. Ну, я этого пока не знаю. Мама скажет, наверное. Расскажи, как ты готовил блюдо, твое коронное блюдо. А мое коронное блюдо – это суши. Ладно, суши тогда. А самое любимое блюдо? Бузы. Бузы – национальное блюдо, которое умеют делать все буряты. Это бузы, знаменитые бузы. Это блюдо в виде хинкали, в виде манго. Ты сам делаешь это блюдо? Я резко, конечно, делаю. Ну, когда маме помочь надо, и у меня еще дел нету, тогда я помогаю ей делать.
А дела у тебя всегда полно, Да, не сомневаюсь. особенно гуляние на улице. Но это после шахмат, наверное, самое важное дело. Сначала шахматы. Футбол. Еще футбол. Еще у меня частые тренировки, я там примерно на часа 2. И за это время я могу так нехило получать по ногам. Футболисту. А тренировки какие? По футболу? Да. Ага. С кем ты играешь в футбол? В футбол я играю с командой. Понятно. А кто в команде-то? В команде 3 группы. Старшая, средняя и младшая. Я отношусь к младшей группе, но я редко хожу на средние тренировки. Ну, у тебя получается? Да. Желаю тебе успехов. Спасибо. Спасибо. Владимир Владимирович, у нас предложение вот такое. Мы обладатели материнского капитала, и у нас на счету уже много лет хранится незначительная сумма. И здорово было бы, если можно было эту сумму потратить сегодня, а не хранить на счетах. Потратить на сбор ребенка в школу или старшекласснику купить ноутбук, велосипед. Да, это такая проблема, но не проблема, а ситуация такая известна. После того, как люди расходуют основную часть материнского капитала, остается какая-то небольшая сумма, с которой вроде как и сделать уже ничего нельзя. Поэтому, конечно, мы вот обсуждали с Татьяной Алексеевной, нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги. Ну, давайте мы для начала сделаем это 10 тысяч, а потом посмотрим, может быть, и другие шаги сделаем. Нужно организовать работу таким образом, чтобы люди могли использовать эти средства, просто выплатить семьям эти деньги и все. Да? Да. Так и сделаем. Владимир Владимирович, я здесь. Владимир Владимирович, Да. хотела бы поблагодарить вас и организаторов конкурса, этого прекрасного, замечательного фестиваля семейного. Это у нас семейная, великолепная организация. Это столько эмоций принесло, это столько совместных идей, совместных задач, совместных воспоминаний ляжет к нам в копилку. Это очень сильно укрепляет семьи. Я даже на примере нашей скажу, тут немножко поскромничали. У нашего папы с мамой 6 детей, 12 внуков и правнук. Папа у нас заслуженный учитель Российской Федерации, отличник народного просвещения, который до сих пор работает в школе, преподает физику, информатику, астрономию. Все мы очень разносторонние. Когда собрались на этот конкурс, мы действительно почувствовали большое такое единение, благодарны за раскрытие горизонтов, за раскрытие наших детей с другой стороны. То есть мы видели их в нестандартных ситуациях. Дома привыкли, допустим, к определенным каким-то ситуациям, а здесь нестандартной ситуации. Какая-то была растерянность вчера на конкурсе, потому что это был для нас, для вот педагогов, которые привыкли работать по стандарту. А вчера было очень много нестандартных ситуаций. Мы немножко растерялись, были где-то беспомощны. Но тем не менее, через какое-то время пришло осознание, что это настолько полезно было для нас, для нашей семьи, что отсюда такая невероятная благодарность организаторам конкурса вам. И хотим передать привет финалистам этого конкурса, который сейчас на площадке, передать привет Дальневосточному федеральному округу и нашему Забайкальскому краю, который за нас сейчас болеет, переживает. Спасибо большое. У вас такая разносторонняя семья, от физики, астрономии до футбола. И поэтому вам, наверное, было не так уж и сложно справляться с теми заданиями, которые формулировались организаторами. У нас есть еще врачи и военные, экономисты, финансисты. Все есть у вас. Айтишники, Вам инженеры. Всего самого доброго. Удачи Да, спасибо. на конкурсе.
Владимир Владимирович, я бы хотела вам представить нашу семью, если можно. Мы из города Ульяновск. Вот, мы строительная династия. Вот, да, трудовой стаж нашей семьи аж 186 лет. Вообще возглавил нашу династию мой дедушка. Вот я даже взяла его медаль как заслуженного строителя РСФСР. Вот, и бабушка, она тоже строитель. Они построили вместе с дедушкой рука об руку там большую часть города. Вот, ну и мой папа, конечно, у него не было выбора. У него мама строитель, папа строитель, сестра строитель, племянник строитель, сын строитель. Куда ему деваться? Он тоже строитель, причем отличный строитель. Он построил, ну, строит дома, которые украшают наш город. У них такое красивое архитектурное решение. Вот, один дом он для нас построил, потому что у нас семья очень большая, и куда-то ее надо селить. И поэтому вот папа нам построил. Мама у нас вот сидит, она не строитель, но она строит папу, как мы шутим. И она заложила такую традицию в нашей семье, традицию многодетности. Вот, в их время это еще было, так скажем, не так популярно, как сейчас. Но, тем не менее, мы мамину традицию переняли, тоже строим свои многодетные семьи. Брат у нас пока не строит семьи, хотя он закончил строительный университет, он строит планы. Вот так мы шутим, каламбурим. Вот. Ну, что касается нас с Полиной, то мы пошли по кривой дорожке, мы свернули, потому что мы выбрали творческое направление. Вот. Как говорится, в семье строителей не без режиссера. Причем фундаментом для своих фильмов я всегда беру папины дома, которые он строит. Мы там в его кинолокациях снимаем. Вот, и уже сняли 3 короткометражных фильма. И вот последний наш фильм — это сериал. Его поддержал не только папа, но и вы, Владимир Владимирович, потому что Президентский фонд культурных инициатив выделил нам средства. И мы сняли фильм о православной молодежи. Вот, я даже для вас флешку передам. Он имеет такое Спасибо. название «Спасайся, кто может». Вот. И фильм был такой очень известный, нашумевший. Его признали лауреатом международных кинофестивалей. Борис Вячеславович Корчевников, за что ему огромное спасибо, показал его на «Спасе» несколько раз. Тоже фильм очень поддержал. Так вот, к чему я все это веду? К тому, что мы очень рады поучаствовать в этом конкурсе. Потому что, ну, вообще я была инициатором, когда их пыталась раскачать, уговорить, они маленько сопротивлялись, вот, но... Варила эту кашу, и каша оказалась очень вкусной. Отлично. Да. Мне понравилось, очень хороший конкурс. За что мы хотели бы вам отдельную благодарность. Ну, папа расскажет, наверное, да? Присоединиться? Ну, я всегда рассказываю очень мало, потому что у нас слова и слава в семье достаются обычно женщинам, а мужчинам остаются дела. Вот, поэтому действительно сначала как бы со скепсисом мы приняли вот это Настино предложение. Вот. Ну, сначала, честно говоря, шли из-под палки на первый конкурс, но потом азарт нас захватил, очень понравился полуфинал в Уфе, как мы там соревновались. Вот. И проникнутый вот этим духом, в финале было все совсем по-другому, то есть, наверное, больше было упор на психологию, но тоже очень понравилось. Вот. И, наверное, вот как, то есть хотелось бы, чтобы многодетными это быть было бы модно. Вот я не знаю, там, может быть, в рекламе показывали, допустим, не одного ребенка с 2 родителями, а 3-5 детей, там, ну, чтобы люди брали пример с нас. Это раз. И второй, наверное, вот конкурс понравился, конкурс зашел, честно говорю, для меня, как для скептика. И хотелось бы, чтобы он был, наверное, какое-нибудь движение или еще что-то такое, но чтобы люди тянулись за этим. Чтобы быть многодетным было модно. Да, я полностью согласен. И больше того, мы с вами единомышленники, мои коллеги знают об этом. Всегда говорю всем своим коллегам из правительства, из администрации, с руководителями каналов, когда встречаемся, основных средств массовой информации российских, все время говорим о том, чтобы нам поднимать престиж семьи, престиж большой семьи. Поэтому и год семьи у нас в этом году. У нас это прям... Все ради этого делается. Но нужно делать еще больше. С этим я согласен.
этого конкурса. Вот нам она напомнила атмосферу Олимпийских игр в Сочи или Универсиады. Мы с сестрой принимали там участие в качестве волонтеров. Также мы были на чемпионате мира по футболу, который проходил в России. И вот сейчас мы как будто снова окунулись в эту атмосферу, такую объединяющую всю страну. Тысячи людей, которые объединены одним делом. И на этом конкурсе замечательная организация, что опять же отсылает нас к тем событиям. И мы познакомились с очень большим количеством творческих, инициативных, активных семей. И вот возникла такая мысль, что было бы очень замечательно иметь такой механизм, который помог бы активным родителям реализовывать их идеи. Вот как Настя уже говорила, что есть президентский фонд культурных инициатив в творческой сфере, и было бы, наверное, очень замечательно иметь такой же механизм для родителей, чтобы реализовывать идеи активных родителей. Как? Еще раз повторите. Я говорила о том, что на конкурсе очень много людей, семей активных. И было бы здорово иметь механизм, который помогал бы реализовывать таким родителям свои идеи для продвижения вот как раз... Президентский фонд активных родителей, например, или инициативных родителей. Как-то вы отсекаете... Неактивных, да? Нет. Без детей будете это делать? Этот проект, так скажем, да, он именно помогает родителям и детям иметь, например, общий досуг. То есть, ну, допустим, сейчас у нас есть отдельно детские секции, есть отдельно взрослые, да, какие-то активности. Очень не хватает порой совместного досуга. И, например, Хорошо. Да, я вот теперь понял. Хорошо. Давайте подумаем. Вот мы услышали здесь, коллеги мои слышат. Ну, давайте вместе с вами подумаем. Спасибо. Будем рады Да, сотрудничеству. Ну, я еще немножечко добавлю вот о конкурсе, об этой атмосфере, о том, какое большое пространство вот нашей большой страны нас объединил конкурс в одно единое целое. Мы так сдружились, все семьи, даже вот все объединенные одной целью, примерно одинаковые по своим направлениям и интересам. И вот где бы мы еще, например, подружились с семьями с Сахалина. Из Донбасса. Да. И сейчас вот мы объединены в один чат общий, где мы продолжаем общаться. Даже те семьи, которые на этапе полуфинала уже отсоединились, они все равно продолжают участвовать в этом чате, общаться. Сегодня вот за нас болеет семья Соколенко из Сахалина, например. Семья Дубасовых уже собираются к нам в гости в Ульяновск из Екатеринбурга. За нас сегодня в Сенеже болеет семья Лесниковых и... Алыховы, Озеркины, мы им шлем огромный привет, Лушевы. Привет, Бессоловы. И наши земляки, все ульяновские 4 семьи, которые сейчас, наверное, нас смотрят в Сележе. Да. Передаем им привет и хорошие пожелания на сегодня. На вечер. Я вас слушаю и думаю, все-таки какая была хорошая идея организовать этот конкурс. Замечательно, Владимир Владимирович. Очень. И все в чате пишут, что у них всех большая надежда о том, что этот конкурс продлится. Да. Особенно те, кто на этапе полуфинала отсеялся, они надеются, что на следующий год они обязательно дойдут до финала. Хорошая идея. Спасибо. Владимир Владимирович, и вот еще разрешите продолжить. Дело в том, что в нашей большой семье, здесь представлена только малая часть, есть еще строитель, это вот мой брат, племянник, у него ребенок с ограниченными возможностями здоровья. И вот есть такая проблема, что получать компенсацию на такого ребенка может только мама в размере 10 тысяч. Если она оформляется не на маму, а получает ее, например, другой родственник, бабушка, то это будет только в размере 1200. Вот. И получается, что мама не может устроиться на работу на полный рабочий день, вот, и чтобы сохранить эти 10 тысяч. Ну и 10 тысяч не хватает. Такая вот сложная проблемная ситуация. Можно ли эту выплату сделать, чтобы она была еще, например, на бабушку или на другого близкого родственника? Ну, конечно, можно и нужно это сделать. Вы знаете, вот такие сложности, они складываются не специально. Вот так просто ситуация развивается, одно решение принимается, потом другое.
не учитываются вот эти мелочи, они имеют для людей, оказывается, ну, значение определенное. Поэтому, конечно, нужно это сделать. Вот эти, какая разница, кто ухаживает за ребенком, мама или бабушка. Нужно всех уравнять, выплачивать эти 10 тысяч для всех, как минимум, пока, во всяком случае, и, безусловно, их индексировать. Спасибо. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Хочу представить нашу семью, семью Большаковых из города Анапа. Зовут меня Владислав Валерьевич, я учитель математики. Моя супруга Светлана Владимировна, она тоже учитель математики. У нас с ней 4 сыновей. Да, ну, старший Алексей, он тоже учитель математики. Второй сын Денис, он тоже учитель математики. Третий сын Антон, он тоже учитель математики, но Да ладно. невестка моя Настя тоже учитель математики. Но, как вы понимаете, у нас династия математиков. Кстати, я даже не думал, что будет династия, так получилось. Вот. Ну, что я могу о ребятах своих сказать? У меня Алексей и Денис 100-бальники по ЕГЭ. Настя, Алексей и Антон, они с красным дипломом закончили университет, математический факультет. Да. Денис, он регулярно у нас посещает Сириус в Сочи центр, и не просто как слушатель, в последнее время уже как преподаватель. Вот, наверное, он лучше расскажет об этом. Денис, пожалуйста. Пожалуйста, Денис. Да, здравствуйте, Владимир Владимирович. Но, как вы поняли, математика это у нас семейная. Это вот, да. Но кроме этого, я еще могу сказать, что спорт у нас тоже семейный. Благодаря конкурсу в нем было много испытаний, связанных со спортом, с активностями, и я воплотил свою давнюю мечту. У нас проходил чемпионат города-курорта Анапа по волейболу. И на нем участвовала команда под названием «Большаковы и друзья», где в составе было 6 Большаковых, которые выходили на поле, и мы заняли 1-е место на этом турнире. Вот такое наше семейное достижение. Еще, вот тоже продолжение этой темы, сейчас моя жена здесь не присутствует, но зовут ее Надежда. Я очень горжусь, когда выхожу с ней на поле играть в пляжный волейбол. То есть пляжный волейбол, когда ты стоишь на поле со своей любимой, ты чувствуешь не просто, что вы одна семья, муж и жена, вы еще и команда. То есть невероятная поддержка, просто эмоции зашкаливают. Это очень укрепляет наши отношения. И у нас с моим братом, с Антоном, родилась идея, которую, я думаю, Антон озвучит. Очень хорошая идея. Будем благодарны, если вы ее поддержите. Пожалуйста, Владимир Владимирович. Идея у нас заключается в том, что вы уже сказали, что когда команды, когда семьи участвуют в каких-то состязаниях в составе одной команды, они объединяются. Вот. И у нас возникла идея провести любительский турнир по пляжному волейболу среди семейных команд. Вот, мы для того, чтобы реализовать эту идею, мы подали проект на платформе Росмолодежь Гранты. Проект уже получил поддержку, мы уже выиграли грант, осталось его только реализовать. Поэтому в сентябре мы проведем этот турнир под названием «Семья-команда» непосредственно в городе Анапа. У вас там, по-моему, хороший центр волейбольный. У нас в этом году открылся спортивный центр пляжных видов спорта «Олимп». Уже его опробовали, уже в турнирах поучаствовали. Так что, да, у нас волейбол развивается, вообще пляжные виды спорта развиваются. Но все-таки мы хотим еще и чтобы семьи объединялись, потому что не всегда получается реализовать себя, где все спортсмены-профессионалы. Я надеюсь, что руководители Федерации волейбола нас услышат. Если нужна будет им какая-то поддержка, безусловно, окажем. Идея замечательная. Спасибо. Хотелось бы, чтобы такие турниры проводились не только на муниципальном уровне, а на всероссийском, может быть, даже уровне. Вот. С вашей подачи, мне кажется, это возможно. Возможно. Спасибо. Спасибо за идею. Семья, вот, будучи тоже волейболистами, мы сейчас с ними пообщались перед встречей и уже решили, куда мы поедем осенью. Потому что у меня и муж, и сын и волейболисты. Они знают об этом? Да. Мы Вчера уже играли даже в волейбол. Хорошо. Я тоже учусь пока у дедушки волейболу. Здорово. Мы с собой взяли мячик и вот как раз на этой теме объединились. Вчера немножко мяч покидали. Но ведь хорошая идея. А я бы хотела продолжить тему конкурса. Всех предыдущих
все предыдущие мнения об этом конкурсе мы только поддерживаем. Ну а для себя самое интересное, что мы вот вынесли, это мы с супругом сдали нормы ГТО. Решились в этом году ради конкурса сдать нормы ГТО. И, в принципе, вот как сын уже сказал, спорт — это наша семейная... Владимир Владимирович, у нас золотые значки для нашей возрастной категории с супругой. Ну супер, я вас поздравляю. Ну и дети хотели рассказать тоже про спортивные конкурсы. Здравствуйте, Владимир Владимирович Здрасте. Путин. Мы на первом этапе конкурса, это у нас семейная, проводили веселые старты. Была моя команда и команда брата. Мы там соревновались прям по-настоящему. У нас были, мы мячи водили и на мячах прыгали. Волнуется немножко. Ничего. Моя команда победила. Ух ты. Я был судьей конкурса, и из нашей большой семьи получилось 2 команды, достаточно многочисленные. У нас 13 членов семьи, плюс еще даже больше, наверное. Ну, многодетность это тоже у нас семейная. Вы были объективным судьей? Я был не объективным, но беспристрастным. А тебя я поздравляю с победой. Я еще хочу добавить по поводу конкурса. Хочу сказать отдельное спасибо организаторам за заочный этап конкурса, потому что на заочном этапе было очень много разносторонних заданий, которые выводили всю нашу математическую семью за грани возможностей наших. И отчетом заочного этапа были видеоролики. То есть мы все, что мы делали, все мы снимали на видео. И сейчас, спустя время, у нас собралась целая коллекция домашних классных видео с нашими эмоциями, с нашими возможностями, с нашими деяниями, которые мы тогда делали. И мы периодически их просматриваем и возвращаемся в прошлый год, когда это мы все собирали. Спасибо вам большое. Тоже большой семейный плюс. Но хочется сказать спасибо организаторам не только за заочный этап, а вообще за весь конкурс. Да и вообще вам большое спасибо за то, что вы делаете много для многодетных семей. И мы воспользовались несколькими такими инициативами. Это программа «Семейная ипотека». Она позволила приобрести жилье, а также это субсидия на погашение, ее 450 тысяч. Получить ее, думали, что очень много будет проволочек, но получилось все очень быстро и легко с помощью госуслуг. Так что спасибо из-за этого. Это правительство, Татьяна Алексеевна, постоянно уделяло этому внимание, и вот эти 450 тысяч в свое время она продавливала. Так получилось и работает эффективно, насколько я понимаю. А можно еще вот в эту тему, брат начал. То есть, на самом деле, да, 450 тысяч пришли прям вот с госуслуг здорово, великолепно, но можно чуть-чуть о проблеме. Ну, даже не о проблеме, а о том, что не совсем получилось. Есть такое понятие, я уверен, что вы знаете, как налоговый вычет. Вот. И сложилась проблема в том... Их много налоговых вычетов. Ну, на жилье, недвижимость в частности. На лечение детей есть. Имущественный налоговый вычет. Да, но вот что касается налогового вычета, мы, получается, отчисляем 13% от зарплаты, и, я так понимаю, эти деньги можно вернуть обратно. Но не всегда учителей хватает, чтобы все свои возможности их исчерпать. То есть иногда то, что мы выплатили как налоги, эта сумма гораздо меньше, чем та сумма, которая могла бы полагаться, если бы мы больше налогов отчислили. И вот если для многодетных семей это будет очень большое подспорье, что можно будет возвращать не только ту часть налогов, которую вы выплатили, а и вообще полностью, что полагается по налоговому вычету. Да, это то, что вы сейчас сказали, поняли только математики. И я. Вот. Речь, насколько я понимаю, идет вот о чем. У нас сейчас в Госдуме проект закона о вот таком вычете семейном или семейном, там, как он? Семейная выплата. Семейная выплата. На самом деле это вычет то же самое. Значит, цель-то заключается в том, чтобы после всех вычетов семья не платила больше 6%.
И вот разница между 13% и 6%, вот эта разница должна остаться в семье. В этом все дело. И, да. Спасибо. И у нас существует несколько вычетов налоговых. Это вот имущественный, в случае там, приобретения квартиры, значит, социальный налоговый вычет. Это вычеты, связанные с образованием, со здравоохранением, так, и общие так называемые вычеты налоговые для семей. Так вот, вот этот основной, который сейчас дискутируется в Думе, он, конечно, должен считаться до всех основных, до всех вот этих вычетов, о которых я сказал. И с тем, чтобы не получилось так, что все вычеты вычли, а потом уже нечего вычитать. Вот. Да-да, вот мы об этом обязательно подумаем. Я попрошу и правительство, и депутатов Государственной Думы, у них завтра как раз будет обсуждение этого вопроса, принять решение в соответствии с интересами российской семьи. Большое спасибо. Владимир Владимирович, можно я еще, пожалуйста, на правах многодетной мамы еще кое-что предложу? У нас на самом деле в семье пропагандируется многодетность. У нас родители многодетные, мы многодетные с мужем, Денис тоже многодетный папа. А вот такая идея. На самом деле в многодетной семье выйти куда-нибудь погулять, в какой-нибудь парк аттракционов, сходить всей семьей в цирк, в музей, да куда угодно, на самом деле очень финансово затратно. И у меня к вам идея. Давайте какой-нибудь один день в году, пусть это будет сегодня, да, сегодня у нас 8 июля, День семьи, любви и верности, сделаем для многодетных семей такой праздник, чтобы мы могли сходить погулять куда-нибудь бесплатно, потому что это очень тяжело на самом деле. Дети, многодетной семье, чтобы куда-то пойти, на самом деле сложновато это все финансово потянуть. А так у нас будет один день, когда мы можем куда-нибудь сходить. Порадовать детей, да. Еще одна радость в праздник Дня любви, семьи и верности. Дети будут его очень долго ждать. Я с вами согласен. Это, казалось бы, мелочь такая, но она может иметь значение для многодетных семей. Она будет не только государство и местные органы власти мобилизовывать, но и сами семьи мобилизовывать. Вы правильно сказали. И семья будет этого ждать, дети будут ждать. Потому что ведь все заняты, все работают. А так, если заранее знать это, да, можно всем подготовиться. Это хорошая идея. Спасибо. Это как Новый год, подарки и День семьи и верности, бесплатные качели. Но это будут дети ждать праздника. Согласен, обязательно подумаем на это. Спасибо вам большое за идею. Что-то еще? Здравствуйте, Владимир Владимирович. Мы семья Рыбачевых. По левую руку от меня моя супруга Дарья. Это старшая дочь Надежда. И мой отец Владимир Борисович, ветеран труда, возит людей на Нововоронежской АЭС на автобусе всю свою сознательную жизнь. Меня зовут Сергей. Мы, помимо всего прочего, музыкальная семья, мы авторы-исполнители песен, родители 5 детей, и наша такая отличительная особенность, может быть, даже это то, что эти дети появились на свет за менее чем 10 лет нашего супружества. У нас такой высокий КПД. Вот. Хочется сказать о конкурсе. Конкурс на самом деле прекрасный, как вот ребята говорили, очень классный конкурс. Позволил нам проявиться творчески, там были творческие задания, мы сразу же на них обратили внимание. Написали песню «Счастливчик», которая стала буквально хитом этого конкурса. Сергей Владимирович не даст соврать. И все друзья, да,
Действительно, песня получилась классно, даже дополнить. Владимир Владимирович, я от всей души рекомендую вам послушать, а лучше даже посмотреть этот клип. Я думаю, что вы получите массу позитивных эмоций. Вот ребята с конкурса подтвердят, нам все говорят спасибо, такая душевная, такая замечательная песня и видео получилось. У меня супруг очень талантливый человек, мне повезло. Да, и... Уже 3 дня хожу, напеваю. Да, и люди говорят, что действительно это хит какой-то вот прям всего этого конкурса получился. Самое главное, что мы эту песню не высасывали с пальца, мы не придумывали, мы просто написали песню о себе. Я счастливчик, потому что у меня большая семья. И я счастливчик от того, что Россия – родина моя. Вот такие там строки в припеве. Вот. Но этого всего могло бы и не быть, потому что у нас стоял серьезный вопрос ребром, участвовать или не участвовать в конкурсе. Мы-то хотели, но так как у нас время ограничено, мы многодетная семья, постоянно эти движения. Я когда узнал, какой там объем заданий, с которым нам нужно будет справиться, я реально засомневался в том, что мы потянем это или нет, стоит нам включаться или нет. А конкурс тем временем уже народным становился. И вот мы едем, значит, по направлению в Москву, но Воронежская кольцевая дорога, такая окружная. И я Даше говорю: Даш, давай решать уже, будем мы участвовать в конкурсе или нет. В общем, взвесили за и против, мы не знаем, решения нет. И мы говорим: давай бросим жребий. Только предварительно Богу помолимся, попросим Его, чтобы Он управил, как по Его воле будет. Мы прямо на ходу это быстро решили, подбросили жребий, но предварительно решили так: что бы ни выпало, мы уже сомневаться не будем. Если выпадет «да», значит, будем делать все. Если выпадет «нет», то забудем о конкурсе, вернемся в свою обычную жизнь. Выпадает «да», и мы написали эту песню, прошли финал, и сегодня мы здесь, рядом с президентом нашей страны. Это просто... Да, но я хочу добавить, что на самом деле в этом конкурсе было много заданий совершенно другой направленности, и была возможность проявить себя другим семьям вообще в других областях. И вот, кстати говоря, опять же скажу за себя, что нам удалось получить очень такой ценный приз. Мы получили возможность записать еще одну песню в студии звукозаписи Black Star. И мы уже это сделали, нас там очень радушно приняли, за что мы очень благодарны. Это было очень интересно. И другие семьи, кстати, тоже получили много других ценных призов вот там, в своих сферах, в которых они выполняли задания. Большое за это спасибо. Да, представляете, мы познакомились там с людьми, это Ларины наши, которые написали гимн этого конкурса. Мы их не знали, мы жили в одном городе, но не были знакомы, а на этом конкурсе познакомились, представляете? Ларинам привет! Да, Ларинам привет, они нас там слышат. И дай бог выздоровления. Их дочка вот попала в больницу во время конкурса, что-то там случилось, но будем надеяться, что все будет хорошо. Вот. Если перейти к предложениям, Владимир Владимирович, давно уже вынашиваем эту идею, как-то поспособствовать тому, чтобы на телевидении и в СМИ появилось больше примеров здоровых, многодетных семей. Мы, в свою очередь, готовы этому поспособствовать и свои таланты в музыке применить, и в режиссерской деятельности. И я уверен, что примеров, материала для этого искать не нужно. Все семьи, которые прошли в финал, и те, которые даже не прошли, пожалуйста, в любую семью приходи, снимай. Только единственное, чтобы это не было как-то формально сделано, приторно, сладко, а показать вот этот путь семейный, как они поженились, как они жили в однушке. Чтобы люди делились Да. своим живым опытом. Вот мы, например, в свое творчество вложили то, чем мы на самом деле живем. Это любовь Да. к нашим детям, к нашим родителям, любовь к нашей родине. Это наш семейный опыт, который вот сложился за нашу 10-летнюю супружескую жизнь. И мы на самом деле вложили всю душу, и это нашло отклик в сердцах людей. Да, когда это честно, то оно и работает. Вот. Второе такое небольшое предложение. Вот у нас 5 детей, да, как я уже сказал. И второй раз я уже оформляю единое пособие. Это классная вещь, я вот Татьяне Алексеевне сказал уже, очень удобно. Да, и смотрите, я прихожу в соцфонд, все это оформляю, все хорошо. Но через год у меня состав семьи не поменялся, место работы не поменялось, все то же самое, но спустя год я должен еще раз прийти и продлить. Может быть, как-то упростить эту процедуру продления. Она достаточно проста, даже через госуслуги можно сделать, но как-то сделать так, чтобы она была просто автоматической, если есть такая возможность. Просто в автоматическом режиме раз и все. Если человеку нужно подвести какие-то документы или у него что-то поменялось, пусть ему дня за 3 на госуслуги придет оповещение,
Он все это подвезет, и все будет готово. А так в автоматическом режиме. Да, я думаю, что это можно сделать, во-первых. Во-вторых, я когда встречался с многодетными семьями, вот, и по случаю вручения им соответствующих государственных наград, кстати, сейчас эти семьи здесь в Москве находятся тоже, вот, там вставал вопрос такой же, но он еще более тонкий был. Если за год за этот, после оформления соответствующих документов, в семье появляется еще ребенок, на него опять надо оформлять документы. И мы говорили вот с коллегами, можно этого не делать, нужно внести изменения в действующие правила, с тем, чтобы на малыша, который появился за этот год, начислялись все необходимые средства, выплаты автоматически в том же объеме, который получают старшие дети. А потом, после прохождения определенного срока, год, там, чтобы оформляли все сразу и сразу на всех детей. Отлично. Так можно сделать. Мы так договорились. Татьяна Алексеевна, я прошу это зафиксировать и отработать. Спасибо. Спасибо. Владимир Владимирович, можно еще добавить? Вы скиньте потом песню, ладно? Обязательно. А я попрошу, чтобы все-таки так по основным каналам нашим погоняли и по радиостанциям. Спасибо. Я бы вот еще хотела добавить, я хочу присоединиться ко всем словам благодарности за этот конкурс. Но знаете, вот, наверное, что самое важное я хотела бы отметить, что этот конкурс позволил простым людям из народа почувствовать, что вот мы представляем какую-то ценность для нашего государства. Это на самом деле очень воодушевляет, и хочется жить дальше и творить вот для нашей страны, для наших людей. И у меня вот тоже есть такое предложение, как от многодетной мамы. У меня детки еще такие маленькие, от годика вот до 9 лет. И хотелось бы, чтобы... У меня, кстати, возникло такое название в голове «Страна для детей», чтобы наша инфраструктура была побольше ориентирована на детское население. Вот знаете, даже начиная от таких бытовых вопросов, как детские рукомойники, пеленальники, комнаты для матерей ребенка, какие-то детские уголки. Вот, например, мы едем из Воронежа в Москву с детишками, часто приходится останавливаться, там, поменять подгузник, какие-то такие вот вещи, да. Я думаю, что многие родители, у которых особенно маленькие дети, в этом поддержат меня. И я не раз сама разговаривала на эту тему с другими многодетными родителями. И, например, мама приходит в поликлинику с детишками, да, чтобы там был какой-то детский уголок, чтобы можно было занять ребенка и не переживать, что он там кого-то потревожит, там, не совать ему этот телефон в очередной раз. Вот, в общем, сделать нашу страну для детей. Да, вы знаете, это очень хорошая мысль. Мы когда-то подхватили идею, которая, к сожалению, не у нас родилась, это безбарьерная среда, и все требования, которые необходимы в этой связи, мы начали закладывать в различные нормы, в том числе строительные нормы. То же самое нужно делать и для многодетных семей, и для маленьких детишек. Это точно совершенно. Да. И надо это будет учесть и в будущем реализовывать прямо на нормативном уровне. Точно. Да, спасибо. И еще, вот знаете, хочу поделиться своим впечатлением. Это было на полуфинале, когда мы сидели на арене ЦСКА, и было скопление вот всех семей. И я просто так немножко со стороны посмотрела на наши семьи, понаблюдала за тем, как они взаимодействуют. Вот, кстати, практически все семьи о себе говорят: да мы простые, тут послушаешь, одни победители, другие рекордсмены. Я так хожу, думаю, ничего себе простые вообще, это какие-то нереальные люди. И самое главное, что я заметила, что в этих семьях царит такая взаимоподдержка и такая любовь, вы знаете, именно жертвенная любовь. То есть люди живут не по принципу каждый сам для себя, а по принципу друг за друга. И ведь это, как сказать, это куется не за год, не за два. Счастливая семья — это на самом деле большой труд. Это прежде всего работа над собой, когда мы учимся
прощать, когда мы учимся принимать, когда мы учимся делиться, когда мы учимся защищать. И самое главное, когда мы учимся любить по-настоящему, жертвуя собой для своего ближнего. И я хочу вот сказать большое спасибо всем нашим семьям. Я сейчас могу расплакаться, потому что это такая мощь. Ребята, наши семьи — это сила, это соль нашего государства. И пока мы будем стоять, будет стоять наше государство, и ничего у нас не возьмет. Ура! Спасибо большое. Все, заканчиваем. Да, пожалуйста, прошу. Товарищ Верховный Главнокомандующий, здравия желаю, капитан Дементьев. С вашего разрешения, вступительное слово для представления семьи я предоставлю своей маме, Антошкиной Оксане Витальевне. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Мы семья 3 поколений, Антошкиных, Дементьевых, Похожаловых. Мы из прекрасного Алтайского края. Меня зовут Оксана. Я учитель начальных классов средней общеобразовательной школы. По левую руку от меня мои родители. Это наша твердая опора, наши главные воспитатели в жизни. Они на заслуженном отдыхе сейчас. Мой папа Виталий Федорович, он служил в милиции, его стаж 36 лет, на пенсию ушел в звании подполковника. Мама Татьяна Ивановна, она имеет небольшой стаж, потому что она помогала мне с воспитанием моих детей. Дальше за папой сидит младший сын Дмитрий. В этом году он окончил 9 классов, получил аттестат с отличием, активный участник движения первых. И около меня рядышком сидит мой старший сын Роман, офицер Вооруженных сил России, участник специальной военной операции. Хочу сказать про Романа, что он всегда тянулся ко всему военному. Войнушки, пистолетики. Наверное, потому что дедушка с ним играл часто во все это. Он ему приносил какие-то там дубинки, хоть они были и поломаны, но тем не менее они были. Каски, бронежилет даже был. Когда-то однажды даже наручники приносил, и они играли с ним. Он ему вырезал автоматы, мечи. До сих пор все это хранится. Наверное, это оттуда все пошло. И он уже твердо решил в 7 классе примерно, что он хочет стать военным. Он стал усиленно спортом заниматься. И когда окончил школу, поступил в Новосибирское высшее военное училище, командное. Там был... Ром, сколько? Там был очень непростой конкурс, примерно 10 человек на место, но факультет применения войсковой разведки успешно все прошел, все сдал, и всеми правдами и неправдами теперь служу и являюсь участником специальной военной операции. Добился своей цели. Хотел и добился. Что я хотела бы еще сказать, что инициатором конкурса была я. Так как я работаю в школе, то 4 сентября на разговорах о важном детям я доносила всю информацию о проектах движения первых, про программу «Орлята России». Мы, кстати, активные участники. Мы в этой программе, мой класс «Орлята России». Привет-привет моим ребяткам. И я пришла домой и решила, а почему же моя семья не может поучаствовать в конкурсе? Я детям донесла на уроке об этом конкурсе очень подробно. Я рассказала, я на тот момент уже все прочитала положение, вникла в этот конкурс, пришла домой и предложила. Родители мои, которые никогда никуда свои данные не дают, они, когда услышали, что это президентская платформа, мне сразу отдали паспорта, заполняя анкеты. Все. Единственная была сложность у нас с Романом. Связи не было с ним, и пришлось заполнить и подавать заявку без него. Но хотелось бы, конечно, чтобы семья была в полном составе. И тут вдруг через какое-то время он вышел на связь, появился, и я у него спросила, ты сможешь хотя бы пару фотографий каких-нибудь нам отправить? Там надо будет поучаствовать в конкурсе. Но он подумал, ну давай попробуем. Я написала в поддержку, объяснила ситуацию, и нам разрешили его включить в команду. И вот так он оказался у нас в команде. Дальше, наверное, он скажет, как это было. Да, действительно, в тот момент я находился какое-то время не на связи, но потом, увидев сообщение, немножечко так замешкался, думал, получится или не получится совместить и боевую работу, и участие в конкурсе, но отказать семье не мог,
и поэтому вот принял участие. Самым таким более для меня показался сложным это дистанционный этап, потому что задания были связаны на всю тематику, очень обширные. Мне приходилось очень часто отпрашиваться у непосредственного начальства, чтобы они пошли на какие-то уступки, чтобы я смог записать для конкурса какой-то короткий ролик или сделать фотографию. Да, они поддерживали. Если была такая возможность, они меня где-то отпускали, чтобы я все это выполнил. А вас сейчас в отпуск отпустили? Да, сейчас я в отпуске нахожусь. Надо в целом наладить систему отпусков для участников СВО. Там еще не все должным образом организовано. Но я это знаю. Будем работать над этим. Но то, что вы приехали, это здорово. У нас получается условие было в заочном этапе, чтобы все были в ролике участники команды. Ну и у нас Роман был, так скажем, советником, командиром, как еще его можно назвать, потому что он нам давал советы, какие-то рекомендации по выполнению заданий, а мы дальше уже их выполняли, реализовывали, все это превращали в реальность. Ну и одно было из заданий, новогоднее настроение, мы должны были украсить квартиру. Он нам записал буквально там несколько секунд, где быстренько сказал: украсьте елку, как обычно, триколор белый, синий, красный, там окна украсьте, не забудьте символ года повесить, все. И мы сделали все так, как он сказал. Вот у нас есть даже снимок нашей елки, которую мы украсили шарами 3 цветов. Выполнили. Когда мы снимали мультфильм, фрагмент нужно было снять, опять же, Роману было сложно, потому что у него нет ни костюмов, там ничего нет, поэтому мы ему дали буквально там секундную роль, где он был руководителем маминой самодеятельности в мультфильме «Зима в Простоквашино». И добавили, он снял нам, получается, видео, где он буквально как будто бы играет на рояле, сделал вид. Все, мы его добавили, и получилось, что у нас все выполнено задание, все участники в кадре. Ну и такое вот, наверное, самое смешное сейчас покажем. Там нужно было повторить фотографию спустя несколько лет. Ну и получается, здесь Роман на фотографии, это 1999 год, ну а тут уже 24 год, он повторил. Ну расскажи, как это сделал, как... Ну, на самом деле было несколько вариантов, и я выбрал тот, который я бы смог повторить, находясь в зоне специальной военной операции. То, что у меня здесь в 2024 году во рту, это не соска, это обычный кусочек бумаги, просто подкрашенный красным, оранжевым фломастером. Наушники, ну и, собственно, я считаю, получилось даже очень-очень похоже. Мы, конечно, гордимся нашим сыном Романом, но мы знаем также, что сейчас среди семей финалистов есть и семьи, у которых тоже есть бойцы специальной военной операции. Вот в семье Газизовых из Татарстана сын Булат, я общалась с его мамой. У Шмидтки из Свердловской области папа Яков, у семьи Кравцовых из Смоленской области папа Григорий. Ну и, конечно же, огромная благодарность вам, Владимир Владимирович, за такой масштабный, грандиозный конкурс. Я понимаю, что это было очень сложно для организаторов. Это вообще какая-то нереальная работа проведена. Мы все в восторге, не только я. Но все-таки этот конкурс, мне кажется, он очень важен для семей, защитников Отечества и вообще, в общем, в целом для всех семей нашей страны. И поэтому очень хотелось бы, чтобы он стал ежегодным. Чтобы как можно больше семей получили такие же замечательные впечатления, эмоции, как мы получили все, которые приняли участие. И чтобы еще больше семей объединилось в одну большую семью. Вот вы по праву гордитесь своим сыном, и родители по праву гордятся своими сыновьями, которые принимают участие в сегодняшней боевой работе по защите России. Вся страна ими гордится. Вы вся страна гордится. И спасибо за то, что вы приняли участие в этом конкурсе. А идея хорошая. Постараемся так и организовать эту работу на будущее. Так.
Пожалуйста. Все? Заканчиваем. Я хочу вас всех поздравить с финалом. Хочу вас поблагодарить за участие. Вот здесь справа от меня такая активная участница мероприятия. Очень хорошие слова сказала. Принцип жизни – друг за друга. И вот успех для всех гарантирован. Для каждого из вас и для всей страны в целом. Вам спасибо большое и успехов. Всего самого доброго. Песенку пришлите, пожалуйста. Сереж, возьми песню. Всего доброго. Желаю вам успехов на завершающем этапе конкурса. Всего хорошего. Спасибо большое.